привет! Говорят, своя ноша не тянет, и поэтому, если вы будете считать понедельник своим днем, то пройдет он у вас плодотворно и легко. По крайней мере, мы вам этого искренне желаем от всей команды программы «Студия-11». Как и прежде, мы подготовили подборку интересных и полезных видеоматериалов. Давайте начнем. А Саша выйдет? Как сейчас дети проводят время во дворах? Шутки на родном, над чем смеются коми-стендаперы. Узел в помощь. Учимся переносить вещи при помощи простой веревки. Часто мы говорим, что дети совсем перестали гулять во дворах, а вот в последнее время, похоже, малыши да и подростки возвращаются на игровые площадки. Да и сами современные площадки выглядят привлекательно. Виктория Палкина прогулялась по Сыктывкарским дворам. Если у деревенской детворы обычно нет вопросов, куда пойти гулять и что делать на улице, то у городского ребенка здесь возникают проблемы. Родители просто боятся отпускать своих чад во двор. Но сегодня, когда гаджеты завладели юными умами, мамы и папы рассматривают игры возле дома как самую доступную альтернативу мобильным телефонам. Главное, чтобы было где поиграть. Благо, сегодня в столице Коми можно найти такие дворы. Везде нужны такие дворы, чтобы детки гуляли. Все возле дома было. Красиво, хорошо, уютно, чисто. Дома красивые строятся. Вон, вообще красота. В этой сыктывкарской семье полное доверие. 10-летний Костя гуляет со сверстниками во дворе. Мама спокойно, уверена, на новой и современной площадке безопасно. Двор классный, скажем, да, у нас футбольное поле есть. Чуть ниже у нас есть спортивные вот эти баскетбольные, волейбольные, там ребята постоянно играют. Вот у меня сын постоянно выходит в футбол, играет. Детские горки, то есть именно для маленьких детей, да, вот как для моего сына, для совсем маленьких, и для постарше, для ребят. Впрочем, немало в Сыктывкаре и тех дворов, где нет ничего, кроме стареньких качелей и песочницы. Но даже там на улице кипит жизнь. Здесь карусели заменяют креативные мамы. Они всегда и игру интересную придумают, и присмотрят за детворой. Порой собирается больше 20 малышей. Друзей у меня много. Мы тут занимаемся разными играми, спортивными. Мама отпускает меня часто довольно гулять. Двор не имеет сквозного проезда. Вот в этом самый первый момент безопасности. Мы абсолютно спокойно детей выпускаем гулять самостоятельно. Дошкольники находятся под присмотром старших школьников. У нас тут семьи многодетные, очень много многодетных семей. А еще сыктывкарский активист Василий Стрекалов запустил проект «Дворовые игры». Через социальные сети горожане собирают соседей из нескольких многоэтажек. Так и дети вместе с родителями, и двор становится дружнее. А главное, что про мобильные телефоны вспоминают только когда нужно сделать общее фото. В нашей стране уже давно популярно такое направление творчества, как стендап. Проводятся фестивали, снимаются передачи, людей, готовых поделиться юмором, предостаточно. У нас в Коми тоже есть стендаперы, причем шутят они на родном языке, и у них достаточно неплохо получается. Итак, о жизни коми-комиков нам расскажет сегодняшний герой «Студии-11» Екатерина Макарова. Екатерина, здравствуйте, рада вас видеть. И все-таки любовь к стендапу, вообще к шуткам, да, к юмору, это что-то врожденное или развивается? Вот как у вас эта история началась? Ну, я не знаю, у меня, например, отец был очень такой юморной человек, значит, никогда в карман за словом не лез, он всегда... Прямо, да, правду матку, как говорится. Я как бы с детства тоже такая, может быть, не совсем как отец, вот, и... Со школьной скамьи у меня были такие, что я, например, в театре «Дети» участвовала, в разных, сами сочиняли эти небольшие сценки юмористические. Когда сюда в город переехала жить, то здесь такого театра у меня не было, а стендап, комик-КВН – это Ракостан, это те мероприятия, где у меня есть возможность выйти на сцену и шутить. Вот, кстати, насчет все-таки стендапа. Сколько раз вы выходили на сцену? Ну, именно вот что касается стендапа. В стендапе я новичок, можно сказать, да. Я даже себя как бы еще не считаю стендапером. Вот. У меня было 2 стендапа.
всего. Ну, на самом деле неплохо, начало положено, как говорится. Вот каждый из нас, те, кто вообще знаком со стендапом как жанром, привык, что это юмор такой, знаете, немножечко хлесткий. Вот как вы сказали, правду матку, примерно так все участники стендапа и шутят. Коми-стендап, отличается ли он от привычного нам восприятия вот этого жанра юмора? У нас, как говорится, ну, все привыкли считать, что коми-юмор, он такой мягкий. Но на самом деле можно тоже пошутить так, что проймет человека. Мы стараемся. Я бы вот не сказала, вот у нас было 2 стендапа, вот, ну, как бы с моим участием, да. Я бы пока не сказала, что он у нас такой прям острый-острый, что вот все стендаперы прямо так остро шутят. Но я старалась, ну, у меня была, наверное, перчинка, да. Наташа Шахова тоже с перчинкой. Есть ли какой-то определенный список тем, которые прям вот вас трогают и шутки пишутся сами собой? На самом деле все шутки – это из жизни. Жизнь у нас такая горькая штука, что всякое там бывает. Надо шутить. Вот. Любая ситуация, будь то в автобусе, в поликлинике, в магазине, просто на улице, могут тебе нахамить, либо ты попадаешь в какую-то ситуацию, и ты об этом рассказываешь не так, как в полиции ты бы рассказал, да, а рассказываешь с юмором, с иронией. И это получается, ну, стендап, в моем понимании, да, и, наверное, в понимании у всех, вот тебе микрофон, выйди и скажи, что тебя бесит. И, ну, с юмором. И это своего рода даже психотерапия. Ты вот вышел, выговорился, выплеснул все свои эмоции в шутках, и тебе полегчало. И сидящие в зале, они тоже так же вот все это воспринимают. Пользуется ли коми-стендап успехом? Вот вы были на сцене недавно совсем. Много ли народу пришло поддержать шутящих? Да, мы увидели, что стендап действительно популярен. Вообще, как бы юмор, он нужен. И у нас после этих городских стендапов размещают запись в интернете. И нас уже зовут в район. Не знаю, у нас получится или нет, но вот мы планируем Визингу. Надеюсь, что коми-стендап все-таки войдет в это русло развития и, знаете, раскрутится до таких каких-то огромных размеров. Благодарим вас за то, что вы пришли. Побольше вам шуток, побольше вам юмора в жизни. И оставайтесь такой же жизнерадостной. Спасибо. Спасибо. Узелок завяжется, узелок развяжется. Знакомая фраза, где только не используют узлы. А какое великое множество их придумано на все случаи жизни. Вот и сейчас мы познакомим вас с одним из таких. Как говорится, в хозяйстве пригодится. Привет всем! Сегодня я хочу вас познакомить с одним очень полезным узлом. Некоторые из вас могли столкнуться с проблемой, когда у бутылки из-под воды отрывается ручка. Многие спешат купить новую бутылку, либо в поисках ручки. Я рекомендую вам воспользоваться узлом. Итак, как он нам пригодится? Для этого нам нужна веревка в форме петли. Какая именно петля, не имеет значения. Мы делаем на одной стороне петли вот такую вот петельку дополнительную. А дальше важный момент. Здесь она проходит сверху. А значит, вот этот конец мы должны запустить снизу этого. Здесь проходит этот конец веревки снизу, и мы пускаем сверху этого конца веревки. И вытягиваем. Теперь все, что нам осталось, одеть эту петельку на нашу бутылку. И мы получили ручки. И вот мы подошли к середине нашего выпуска. Продолжим сразу после короткого перерыва. Оставайтесь с нами. И снова мы в эфире. Всем привет, кто только подключился. Впереди 10 минут интересной и полезной информации. Ну что, поехали? Что в пир, что в мир. Подбираем украшения под ситуацию. Профилактика опасного заболевания. Полезная пища по рекомендации онколога. Полку прибыло. Зоопарк в столице Коми пополнился новыми обитателями.
Женская шкатулка с украшениями таит в себе немало интересного. Стразы, блестки, металл, чего там только не найти. И во всем этом многообразии главное не заплутать. Даже более того, нужно знать и понимать, что же вытащить из сокровищницы к конкретному случаю. Об аксессуарном дресс-коде Любовь Лапина. Украшения и ваша профессия. Тема достаточно серьезная. Давайте разберемся, какие бывают профессии. Есть работы, которые требуют доверия. Это, например, банковские сотрудники, это психологи, это педагоги. И хорошо бы, чтобы украшения не отвлекали человека от рода деятельности этой профессии. В таком случае мы пользуемся базовыми украшениями. Что такое базовое украшение? Это, если это серьги, то они очень лаконичной формы. Они без излишеств, одного какого-то металла, без дополнительного декора. Как правило, это вот такие обычные, простые серьги. Если сфера деятельности ваша, например, банк, или вы политик, или вы управленец, или вы работаете в администрации, в вашем образе может быть 3 украшения, включая ваши часы. Это могут быть серьги, часы, кольцо, или часы, серьги, украшения на шею. Но тогда все это лаконичное и базовое. Например, вы можете взять чокеры, которые не будут выходить на первый план и не ослабят доверие вашего клиента к вам. Если ваша профессия не подразумевает большого руководства, если вы творческий человек, вы вполне можете позволить себе вот такие образы. Здесь комплект собран для тех, кто любит эпатировать, у кого работа не связана с очень большой, серьезной глобальной ответственностью перед людьми, народом, миром, землей. Вы можете позволить себе оторваться вот на интеллектуальных украшениях, на длинных украшениях, которые можно завязывать узлом. Если вы просто сидите в офисе, и дресс-код позволяет вам носить то, что вы хотите, вполне логично, что вы будете носить в офис то, что вы носите в своей обычной жизни. Например, ваша компания, скажем, делает окна или продает какую-то услугу. Вы можете в обычных сережках быть для повседневной носки. Вы можете быть в базовых цепях. Вы можете к этим цепям подбирать в комплекты те же чокеры, собирать из них интересные украшения, добавлять к ним, если вам хочется, базовые серьги. А если не базовые серьги, то вот, например, мы возьмем с вами цепь базовую и сережки. Вот уже комплект для обычного офиса, для обычной девушки вполне интересный и актуальный. Мы – это то, что мы едим. Так говорил еще отец медицины Гиппократ. И действительно, научно подтверждено, что пища оказывает влияние на наше здоровье. Из-за неправильного питания могут проявить себя разные и порой очень опасные заболевания. К примеру, взаимосвязь онкозаболеваний и питания в последние 30 лет стала общепризнанным фактом. Так чем же питаться? Об этом мой коллега Северин Арпа узнал у главного онколога Минздрава Коми Андрея Галина. Итак, Андрей Павлович, на самом ли деле питание так сильно влияет на возникновение вот каких-то раковых заболеваний? Ну, функция питания, конечно, может быть и преувеличена. Есть определенные факторы риска, которые влияют на возможность возникновения злокачественных образований. Но из наиболее популярного и известного уже на сегодня и распиаренного в средствах массовой информации это злоупотребление красным мясом. Я подчеркиваю, злоупотребление. Если мы говорим о том, что мы употребляем в разумных пределах, то, конечно же, красное мясо, оно полезно, а вот злоупотреблять оно способствует возникновению рака толстой кишки. Конечно, употребление горячительных напитков, особенно крепких, различных напитков горячего, холодного очень температурного режима способствует возникновению заболеваний верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Употребление пищи лежа тоже может способствовать возникновению рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В принципе, это подчеркивает история. То есть мы помним с вами, что патриции римские употребляли лежа, и у них достаточно часто возникал рак пищевода. Получается, каждый человек должен постоянно следить за своим питанием и как бы в какую-то такую систему для себя выработать этого процесса. Знаете, важна умеренность
и сбалансированность. Тогда питание будет приносить только пользу и не вызывать какие-либо заболевания, которые приводят к злокачественным образованиям. Умеренность, то есть мы должны немного есть рыбы, немного есть мяса, обязательно должны быть овощи, клетчатка для того, чтобы работал желудочно-кишечный тракт. Тогда у нас будет все достаточно хорошо организовано. Мы помним старую пословицу: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу». То есть это говорит о том, что мы должны умеренно потреблять пищу для того, чтобы быть здоровыми. Андрей Павлович, можно ли обозначить какой-то такой топ, примерно из 10, например, продуктов или видов продуктов, которые наиболее полезны для организма? Вы знаете, на сегодня продуктов достаточно много. Выделить из них какие-либо именно 10 наиболее полезные – это достаточно сложно. Мы должны употреблять овощи, и желательно те, которые выросли в наших широтах, в нашем регионе. Мы должны употреблять фрукты для восполнения минерального и витаминного состава. Мы должны употреблять качественное мясо, мы должны без антибиотиков, мы должны употреблять и белое, и красное мясо, мы должны употреблять рыбу, конечно же, и мы должны употреблять в разумных пределах хлебобулочные изделия. И резюмируя нашу беседу о питании, что могли бы в конце сказать? Вы знаете, еще раз подчеркну тот тезис, что разумность обязательно и сбалансированность питания, и под сбалансированностью питания нужно понимать, это ограничение соли не более 1 грамма в сутки и, конечно же, уменьшение рафинада сахара для того, чтобы профилактировать такое заболевание страшное, как сахарный диабет, которое на сегодня не менее страшное, чем злокачественное образование. И ваши пожелания жителям республики? Питайтесь правильно, питайтесь отечественными региональными продуктами для того, чтобы мы могли с вами быть здоровыми, имели много сил и были полезны для нашего региона. Спасибо вам большое. Желаем вам тоже всего хорошего, успехов в работе. Спасибо, Северин. Многие, наверное, знают, что такое большая африканская пятерка. Это традиционное название 5 видов млекопитающих, которые считают наиболее почетными трофеями африканских охотничьих сафари. Правда, в последнее время все больше приветствуются фото-сафари. Итак, в нее входят слон, носорог, буйвол, лев и леопард. А что, если собрать нашу большую коми-пятерку? Наверняка в нее войдут лось, медведь, волк, возможно, лиса или писец, и, конечно же, красавец северный олень. К сожалению, увидеть его не так-то уж и просто, особенно тем, кто живет южнее полярного круга. Но, к примеру, у жителей столицы Коми такая возможность появилась. Я побывала в зоопарке Республиканского центра экологического образования. Скорый поезд прямиком из Воркуты в столицу Коми привез 3 новых жителей. Северные олени поселились в Центре экологического образования, или, как говорят в народе, станции юнатов. 2 самочки и самец пока ютятся в небольшом вольере. Это вынужденная мера. 30 дней в рамках карантина за ними будут следить ветеринары. Эта процедура нужна для того, чтобы обезопасить животных, которые находятся непосредственно в зоопарке, от возможных заболеваний, которые новые животные могут принести. Поэтому в течение 30 дней обеспечивается ветеринарный уход, наблюдение, берутся соответствующие анализы, и при благополучном завершении карантина они будут выпущены. К человеку благородный житель тундры относится настороженно. На социализацию понадобится время. В этом новоселам поможет старожил станции юнатов Марта. Именно к ней после карантина выпустят новеньких. Мы и подбирали время приобретения оленей для того, чтобы, скажем, наша Марта, которая содержится у нас уже в зоопарке, помогла им пройти этот процесс более гладко, более быстро, и они при контакте уже с оленем, который привык, скажем так, к людям, уже более быстро адаптируются. Ягель и сено – вот основа рациона оленей, плюс витаминные добавки. К Новому году планируют выпустить оленей на улицу, тогда же им дадут клички. Возможно, по доброй традиции Центра экологического образования сделают это жители Коми путем онлайн-голосования. Спасибо, что провели это время с нами. Уже завтра смотрите новый выпуск «Студии 11» на телеканале Юрган. До встречи в эфире. Пока-пока.